Китайское правительство, проводящее жесткую политику подавления в Восточном Туркестане, установило вывески с запретом ношения хиджаба и бороды на границе с Казахстаном. Таким образом, китайские власти дают понять, что тотальный контроль и запрет религии охватывает не только Восточный Туркестан, но и приграничные нейтральные зоны. Власти Китайской Народной Республики считают это нормальным и подчеркивают важность обеспечения безопасности региона. С другой стороны, такие меры необходимы Китаю для осуществления проекта «Один пояс, один путь», возглавляемого Си Цзиньпинем. Восточный Туркестан является важнейшим торговым хабом, позволяющим выход в Европу как для Китая, так и для Пакистана. Мы чтим память выдающегося человека 20-го столетия, борца за свободу и мир Османа Батура. Его противостояние началось в 1940 году, после того, как китайские коммунисты перешли все границы, уничтожая народ Восточного Туркестана. С 1941 по 1943 годы Осман Батур вместе со своими соратниками вел партизанскую войну против китайцев. В июле 1943 года Алтай был полностью освобожден от китайцев. 29 апреля 1951 года китайские коммунисты казнили Османа Батура. Казнь учинили на одной из площадей Урумчи. Сначала Осману Батуру отрезали уши и руки, а затем расстреляли. Светлая память герою Алтая и казахского народа. В последнее время стали поступать сообщения о том, что китайцы скупают пакистанок за $2800. Международная организация Амнистии опубликовала доклад о данном инциденте. Глава китайского отдела организации Софи Ричардсон издала 2 статьи под заголовками «Кража невест» и «Исламабад должен обратить внимание на тревогу в связи с кражей женщин». Пакистан не единственная страна, из которой Китай вывозит девочек и женщин. По меньшей мере 5 азиатских государств заявили об идентичных случаях. В начале апреля пакистанское телевидение объявило о задержании 6 женщин, ожидавших перевозку в Китай, среди которых была и девочка 13 лет. В случае провокации со стороны Китая, занимающего агрессивную позицию по Южно-Китайскому морю, Соединенные Штаты Америки пригрозили потопить катера береговой охраны и рыболовецкие суда, принадлежащие Китаю. Известно, что Китай дислоцировал войска на острова, расположенные в спорной зоне Южно-Китайского моря. Помимо Китайской Народной Республики, право на собственность островов в нейтральных водах Южно-Китайского моря оспаривают Соединенные Штаты Америки, Филиппины, Вьетнам, Бруней и Малайзия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный переговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Эрдоган предложил создать совместную комиссию для контроля сделки Турции и России по противоракетным комплексам С-400. Во время переговоров стороны обсудили важные вопросы, касающиеся ситуации в регионе, и обновили план по обоюдной торговле в размере $75 миллиардов.